я бы его совсем рухлядью не называл бы, потому что, ну, там, даже если говорить, что ему там 30-40 лет возраста, все зависит от того, как содержатся эти машины. То есть я могу привести пример DC-3, там, например, 50-х годов выпуска, которая там на Аляске до сих пор летает, или там в Латинской Америке. Вот. Могу сказать там про надежность Ан-26, там мне один пилот рассказывал там историю. У него в Африке его изрешетили из ДШК, ну, ДШК — это пулемет такой крупнокалиберный. Вот реально он дотянул до полосы, километров 12 там было, оставалось, и он дотянул реально до полосы, приземлился. Другое дело, что самолет восстановлению не подлежал. Поэтому для меня вот как бы немножко странная была эта катастрофа, потому что даже с одним отказавшим двигателем 2 километра дотянуть, то есть там явно произошло что-то нестандартного. А вот что нестандартного, вот это вот должны как бы объяснить эксперты во время расследования. Ну, а, например, Сразу что это скажу, нестандартное может быть? недели через 2, скорее всего, появится некая предварительная версия, а потом уже будет подробнейшим образом в течение года, может быть, даже 2, разбирать вот этот самолет чуть ли не по запчастям, там, насколько там ресурса хватало, не хватало, насколько там правильно действовали техники, насколько правильно действовали пилоты, насколько адекватно они сработали. То есть, ну, честно, вот процесс расследования — это не то, что там вот завтра все расскажут, почему подводная лодка утонула. Нет, такого не будет. Мгм. Стоит ли рассчитывать на прозрачное расследование, учитывая, что, насколько я понимаю, все-таки в ней будет задействовано очень много чинов? Да, я боюсь, что сейчас полетят фуражки, потому что этот процесс уже начался до этого, и многие, так сказать, в кулуарах офицеры высокопоставленные говорили, что идет там негласная борьба. И если бы даже этой катастрофы не было, ее бы изобрели. И вот сейчас, ну, то есть я просто объясню, в чем история. В Укроборонпроме новая команда нового президента очень захотела получить определенные сферы влияния. Вот. Поэтому начались еще полгода назад Мгм. начались снятие определенных чинов, там в спецэкспортерах, которые оружием торгуют, там тот же авиаремонтный завод, давайте возьмем 410, который ремонтировал вот этот самый Ан-26. Вот, там тоже нескольких топ-менеджеров сменили под благовидным предлогом, что якобы плохо ремонтируют. Хотя внятного обвинения так и не предъявили. В КБ Антонова тоже сменили нескольких руководителей. И вот в самом начале сентября опять представили, что вот новый руководитель Укроборонпрома, вот, который вот производит все вооружение, от его тоже как бы, ну, поменяли руководство. И сейчас как раз будет дополнительный импульс. Вот, смотрите, катастрофа. Надо всю остальную команду Укроборонпрома и определенных генералов ВВС надо поменять, потому что, ну, это мой прогноз, как бы, но у меня такое вот ощущение, что все звезды как раз сходятся. Вот все предыдущие вот как бы действия, снятие АРП, руководства АРП-410, КБ Антонова, Укроборонпрома. И тут такой шикарный, в кавычках, шикарный повод.